Сегодня весь мир, как Запад, так и Восток, в том числе и мусульманские страны, погружены во мрак. Когда мне исполнилось 6 лет, отец отдал меня учителю, который был пастырем. Я изучал у него Евангелие, и за 2 года я выучил наизусть половину Писания. Перед этим светом ничто не может устоять. Так случилось в Малайзии. Мы говорили про знания, а теперь про бизнес, про дело. Особенно это обострилось на фоне российско-украинской войны. И каждый видит, как льется ложь в виде российской пропаганды. Еще и на международной арене верят в это. К сожалению, в мусульманских странах верят в это. И он решает идти. А поскольку была вода, еще и снял свои сандали. И все свершилось. Все совпало. И когда они это увидели, мир погрузился во мрак, в тьму. Что может освободить человечество от этой тьмы? Что может осветить и показать путь? Путь может показать лишь Дорогие верующие, сегодня мир, он погрузился во мрак. Во мрак невежества, во мрак несправедливости. И мы видим воочию, мы чувствуем, и мы прочувствовали это. Здесь, в Украине, и поэтому, собственно говоря, и там, и тут очаги войн начинаются. И кровь начинает проливаться, чтобы произошло просветление, чтобы произошло очищение. И этот мрак, в этот мрак погружен как Запад, так и Восток. Когда я говорю Восток, да, я имею в виду мусульманские страны в том числе, где преследуют людей знания. Я не буду говорить с минбара о конкретных каких-то названиях, имен стран и так далее. Каждый понимает, о чем я говорю. Где диктаторские режимы, где короли, монархии живут в роскоши, в расточительстве, не осознавая того, что придет тот миг, когда они могут лишиться всего этого. Миг, когда придет агония смерти, не осознавая, что даритель этих милостей может в один миг лишить всего этого. В том числе это касается и Запада. Когда мы говорим про однополые браки и тому подобное, на что давит сейчас, да, Российская Федерация, когда говорит о том, что вот мы, мол, отстаиваем традиционные ценности. Мир погрузился во мрак, в тьму. Что может освободить человечество от этой тьмы? Что может осветить и показать путь? Путь может показать лишь свет. Свет Всевышнего. Свет от Всевышнего, о котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил так. От Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен обоими Аллах, марфуан, то есть цепочкой восходящей к пророку, мир ему, сказано: «Инна Аллаха табарака ва та'аля», поистине Аллах всемогущий, халяка халкаху фи зульма, сотворил все сущее во тьме. Фа'алка алейхим мин нурихи, потом бросил на все это сущее свой свет. Фаман асабаху мин залик, и те творения, которые получили этот свет, залика нур ихтада, они пошли верным путем. Ваман ахтааху дал, а на кого не попал этот свет, тот заблуждений. Приводит Ахмад Тирмизи. И пророк, мир ему, поэтому, взывая к своему Господу, говорил: Аллахумма анта нуру самавати валь ард. О Господи, Ты свет небес и земли. И так далее, далее взывал к своему Господу. Так же, как проходит в хадисах сообщение, что он говорил: «А'уду бинури ваджхикаль карим ан тадиллани». О Аллах, я прибегаю к свету благородного Твоего лика, дабы не впасть в заблуждение. А также в другом сообщении: «А'уду бинури ваджхикаль лади ашракат лаху дзулумат». Я прибегаю к защите посредством света Твоего лика, который осветил тьму. Аллах
свет небес и земли. Свет – это одно из имен или атрибутов Всевышнего. Поэтому, когда Абу Зар, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он спросил его, «Халь раайта раббак?» Ты видел своего Господа, о Мухаммад? На что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Нурун анна араху». Он есть свет, как я могу его увидеть? И поэтому Всевышний, описывая себя, он говорит, «Ба'да а'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху нуру самавати вал ард. Маталу нурихи камишкатин фиха мисбах. المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية». Аллах, свет небес и земли, о верующий. Вдумайтесь в это описание, в этот образ, который Аллах приводит, описывая свой свет. Его свет, то есть свет Всевышнего, в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается, то есть светильник, от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Нурун аля нур. Один свет поверх другого Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, Аллах знает о всякой вещи. Удивительное сравнение. О верующий. Ниша, о которой Аллах говорит в данном аяте, как упоминается об этом в тафсирах, братья, ниша – это углубление, не имеющее отверстия. Ниша – это грудь верующего, это грудь человека, верующего человека. Стекло подобно жемчужной звезде, о которой Аллах говорит в этом аяте. Муфассиры упоминают, что это сердце человека в груди. Светильник, о котором Всевышний упоминает в данном аяте, как упоминается это в тафсирах, классических тафсирах, это фитра. Это естество человека, нутро человека, каждого человека. А то, что питает это сердце, шаджарати, зайтунати, ла шаркия валя гарбия, это древо, это дерево откровения. Это аяты, это наследие, это откровение от Всевышнего, это Коран, Сунна, посланник Аллаха, являющиеся светом для души человека, для сердца человека. Итак, свет поверх света. И обратите внимание на эти слова Всевышнего. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Масло, имеется в виду откровение, аяты. Оно само по себе свет. И нутро человека, естество человека, которое рождается покорным Богу, оно также, оно светится, обладает уже светом. И все, свет поверх света. И поэтому Аллах говорит, свет поверх света. Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал, «Лейса инда раббикум лейлу валя нахар». У вашего Господа нет ни дня, ни ночи. Нуру самавати валь ард мин нури вочхи. Свет небес и земли от света его лика. Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, объясняя аят, который я привел, он говорит, «Валлаху субханаху ва та'аля самма нафсаху нуран». Всевышний Аллах назвал себя светом. «Ва джа'аля китабаху нуран».
Он установил свою книгу, имеется в виду Коран, светом, ва расуляху, саллаллаху, нуран, и посланника своего, светом, ва динаху нуран, и веру, религию, ислам, светом, вахтаджаба ан халкихи бин нур, и оградил себя от творений занавесой светом. وَجَعَلَ دَارَ أَوْلِيَائِهِ نُورًا يَتَلَأْلَأْ. И он установил, сделал обитель приближенных его рабов, и дай Аллах, чтобы мы были таковыми. Сделал их обитель светом, сделал их источником, особым источником света, который дарует свет другим, освещает. И далее он приводит, цитирует этот аят, который мы уже процитировали с вами. Дорогие братья, так каков же он, верующий, свет Всевышнего? Каков он, свет Всевышнего? От Абу Муса аль-Аш'ари قال, от Абу Муса аль-Аш'ари, да будет доволен Аллах, передано, قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. Пророк встал и дал нам 5 заповедей. Сказал 5 слов буквально. Факаль. И он сказал, из того, что он сказал, «Инна Аллаха азза ва джаль». Поистине Аллах, всемогущий, Он велик. «Ла янам, ва ла янбаги лаху ан янам». Он не спит, и не должно ему спать. «Яхфидул киста ва ярфа'уху». Он опускает кист, в данном случае имеется в виду весы, мизан, как это толкуют, объясняют ученые, в частности Ибн аль-Хаджар аль-Хафиз и Навави. «Ваярфа'уху» опускает весы, поднимает весы. «Юрфа'у илейхи амалю лейль» к нему поднимаются деяния, имеется в виду творения, ночные. «Кабля амаля нахар» до деяний дня. وعمل النهار قبل عمل الليل. И деяния днем до деяний ночью. Хиджабуху нур. Его занавес свет. Вафи ривая Аби Бакр ан-нар. В другой версии говорится огонь, но здесь имеется в виду свет. Лау кашифаху. Если бы он убрал этот занавес, Всевышний, если бы убрал этот занавес, эту преграду, ла ахракат субхату ваджхика ман таха илейхи басаруху мин халкихи, то сияние этого света, лик Всевышнего, он бы сожег все, что может достичь его взор. Этот хадис приводится муслимам. Поэтому, после того, как мы осознали, что есть свет Всевышнего, и этот образ, который приводится в Коране, поэтому верующие люди, верующий человек, дорогие братья, он есть носитель этого света. А источником этого света является его душа, сердце, фитра. Он, верующий, он есть проводник этого света, света Всевышнего. Он несет и должен нести этот свет через всю тьму неверия, лжи, лицемерия, о котором мы упомянули в начале. Предательств, что бы ни было, где бы ни был он, чем бы он ни занимался, как бы сложно это ни было. Будь он ученый, обладатель знаний, посредством знаний, открытия он ведет к ценностям, к незыблемым ценностям. Будь он бизнесмен, будь он человек слова, дела, каковыми должны быть бизнесмены-мусульмане, подтверждающие ценности ценой, чтобы еще раз вложить эту цену, то есть заработанные средства, в ценности, превращая таким образом цену в ценность и так далее. Будь он воин на пути Всевышнего, сражающийся на поле боя,
за правду, истину. И посредством своей борьбы он устраняет все преграды перед этим светом, чтобы этот свет дошел, покрыл эту тьму. Дорогие верующие, никто, ничто, нигде не может подменить этот свет. Когда он появляется, его узнают, его видят, его чувствуют. Ничто, нигде никак не может устоять перед этим светом. Да и зачем? Да незачем. Почему? Да потому что это свет Всевышнего. Потому что он несет умиротворение, спокойствие. Он несет мир, он несет справедливость. Он несет знание. Этот свет освещает все вокруг. Показывая неверующим, агностикам, лицемерам, атеистам, на самом деле, все, что вокруг, таким, каким оно есть. То есть называет вещи своими именами. То есть открывает людям глаза на правду. Показывает ложь ложью. И все это узнают. Все вокруг это узнают. А почему? Да потому что это свет от Всевышнего. Это свет Всевышнего. И так случилось с Абдуллахом ибн Салямом, ради Аллаху анху, величайшим сподвижником, вы наверняка знаете это имя, который был евреем и иудеем, и был одним из знающих евреев-иудеев, которые ждали обещанного пророка в Медине, которая была описана в священных их текстах, подробно описана. И был описан пророк, и какие у него будут признаки. И вот когда они встречали, имеется в виду в Ясребе еще, когда не был переименован Ясреб в Медину, сподвижники встречали пророка, саллаллаху. И евреи тоже. Они взобрались на пальму. И когда он увидел это, он понял, что это есть пророк, последний пророк, обещанный пророк. И он решил принять ислам. А на самом деле он еще был потомком Юсуфа, как упоминается об этом в книгах. Иосифа, мир ему, одного из пророков, сына Якуба, Якова, сына пророка. Да будет доволен ими всеми Аллах. И как передает Анас ибн Малик, когда пророк Аллаха прибыл в Медину, люди сказали, пришел пророк Аллаха, и они стали взбираться наверх, чтобы увидеть его. Это услышал Абдуллах ибн Салям. А он в это время был среди пальм, собирал для своей семьи финики. Он поспешил оставить корзину, в которой собирал урожай. Но пришел вместе с ней, он послушал пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а затем вернулся к семье. А когда пророк остался наедине, к нему пришел Абдуллах ибн Салям и сказал: свидетельствую, что ты истинно посланник Аллаха, что ты пришел с истины. Иудеи знают, что я их вождь, что я самый сведущий среди них, сын самого сведущего среди них. Позови их, спроси обо мне, прежде чем они узнают, что я принял ислам. Ведь если они узнают, что я принял ислам, то станут клеветать на меня. И так и случилось. Пророк позвал, они сказали, что он самый знающий. И когда он принял ислам, его оклеветали. И так случилось с Абдуллахом ат-Турджуманом, известнейшим ученым из Андалузии, который был на самом деле христианом в начале своего пути. Христианином он был. Он был учеником священнослужителя. Эта история описывается в книге «Сила воли» Аулю уль-Химма, которая, кстати, на сегодняшний день запрещена в Российской Федерации почему-то. Сам он был уроженцем Майорки. Это земля в Испании современная. А его отец протектором Майорки. Отец был правителем этой местности. И вот он говорит, когда мне исполнилось 6 лет, этот Абдуллах Тарджумани, впоследствии его имя стало таковым, он отдал меня учителю, отец отдал его учителю, который был пастырем. Я изучал у него Евангелие, и за 2 года я выучил наизусть половину Писания. Затем я изучал язык Евангелия. И далее он описывает свой путь знаний. Половину Евангелия он выучил наизусть. И в конце концов своего этого пути подробного, я не буду все сейчас пересказывать, вы можете открыть книгу, почитать, она доступна.
Доступна в сети, доступна, я надеюсь, здесь где-то можно ее приобрести. Он попадает к священнослужителю на службу, чтобы еще больше углубиться в знания. И вот однажды учитель, а учитель он из-за того, что этот Абдуллах ат-Тарджумани, он настолько был приверженцем своего учителя, он ему полностью все доверял. То есть свой дом, свой склад, все, за исключением одной комнаты, где он уединялся. Одной комнаты. И вот однажды он заболел, его учитель заболел и не пошел на встречу с другими священнослужителями, а пошел его ученик. И там была дискуссия о Параклите, о грядущем пророке. И в конце концов ученик приходит и говорит своему учителю об этой дискуссии. Учитель его расспрашивает о мнениях, которые были упомянуты. И когда его ученик, то есть Абдуллах ат-Тарджумани, говорит о том, что было сказано так, он говорит, нет, это все неверно. Он говорит ему, так знай же, сын мой, что Параклит это одно из имен пророка Мухаммада. Ему была ниспослана 4-я книга, упомянутая устами Даниила, мир ему. Он сообщил, что она будет ниспослана ему, что его религия истинна, и что его народ это тот самый белый народ, о котором сказано в Евангелии. Дорогие братья, перед этим светом, о котором мы говорим, дабы не уходить от основного контекста, перед ним ничто не может устоять. И так случилось в Малайзии. В Малайзии, когда туда пришли торговцы, несколько торговцев мусульман. Мы говорили про знания, а теперь про бизнес, про дело. Пришли торговцы мусульмане. И благодаря посредствам света в сердцах этих торговцев Всевышний открыл сердца целого народа для своего света. Так случилось, дорогие братья, если мы говорим про воинов, сражающихся на пути Всевышнего, с защитниками Иерусалима. И мы видим, что сегодня творится там, да? С евреями, христианами, которые на тот момент правили Иерусалимом. Я говорю про эпизод с Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. Они ни в коем мере не хотели сдавать этот город. Они попали в окружение. Город осаждался, Иерусалим, как упоминается в исторических источниках, в частности Ибн Кассира, 4 месяца. Осада 4 месяца. Но они отказывались сдавать ключи. Но потом вдруг они предположили, а может быть действительно настал тот момент, хотя они считали, что нет, что когда мы должны отдать эти ключи. И они начали расспрашивать, кто их правитель. Почему? Потому что в их текстах, в их писании было сказано о том, что придет такой момент, когда им надо будет отдать эти ключи. Но согласно этим текстам они должны были собственноручно отдать эти ключи. И даже упоминалось это имя, что оно состоит из 3 букв. Как упоминается это в исторических источниках. И они сказали, понимая, что с военной точки зрения, да, что рано или поздно это случится, мы готовы отдать, если правитель сам придет. И вот Умар советовался со сподвижником. Кто-то сказал идти, кто-то сказал не идти. И он решает идти. Это длинная история. Вы наверняка слышали про нее. Но в пути оказывается так, он был со своим слугой. Они договариваются встретиться у водоема. Что было верховое животное одно, а Умар был известен своей аскетичностью к этой жизни, простотой. И он говорит, будем ехать, чередоваться. То я верхом, то ты верхом. И когда они уже пришли к городу непосредственно, оказался черед его слуги. Слуга захотел спуститься, он сказал, нет, это твоя очередь, ты должен ехать верхом. А поскольку была вода, Умар радиаллаху еще и снял свои сандалии снял. И все свершилось. Все совпало. И когда они это увидели эту картину,
Смотрите, Абу Убайда ибн аль-Джаррах, когда увидел Умара, он возмутился в некотором смысле. Мягко, естественно, критиковал повелителя правоверных, намекая, что это недостойный вид для правителя. А Умар ибн аль-Хаттаб его пресек, сразу же пресек. Он сказал: о, если бы не ты это сказал, то я бы его ударил, то я бы тебя ударил. И он сказал: Аллах посредством ислама возвеличил нас. Мы были слабыми, и Он даровал нам силу. И все свершилось. И не было битвы, дали ключи, отдали ключи. Свет, перед которым невозможно устоять. Это то, о чем мы говорим сейчас, в данном контексте. Дорогие братья, поистине в день Джума есть такой момент, когда Всевышний принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент в день Джума, благословенный день пятницы, фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. На Него мы уповаем. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, апостол. Дорогие верующие, сегодня весь мир, как я уже упомянул в самом начале, как Запад, так и Восток, в том числе и мусульманские страны, погружены во мрак. И особенно это проявляется на политической арене. Особенно это обострилось на фоне российско-украинской войны, которая плавно, если не уже, переходит, перерастает в Третью мировую. А кто-то говорит, Четвертую мировую, учитывая, что холодная уже была мировой. И каждый видит, как льется ложь. И мы это видим. Мы здесь в Украине, мусульмане Украины, видим, как эта ложь льется в виде российской пропаганды. Эти фейки все видим, в которую массово верят люди, как в России. А когда в это вливаются еще деньги, инвестиции, еще и на международной арене верят в это. К сожалению, в мусульманских странах верят в это. И мы, как я уже упомянул, видим и осознаем эту откровенную ложь. И как можно слышать, и как часто можно слышать слова правды, которыми преследует ложь. Это сплошь и рядом, что есть лицемерие на самом деле. Как об этом когда-то сказал Али, рады Аллаху анху, когда противостояли мусульмане с мусульманами, обратите внимание, хариджиты. Это группа, которая вошла в историю как хариджиты, которые были по форме своей внешней набожными людьми, которые ночь простаивали в молитвах, которые постились, и об этом есть отдельная хутба, которая была посвящена. Она доступна, можете посмотреть. Он сказал: «Келиматуль хакки урида бихаль батиль». В противостоянии Али, рады Аллаху, слово правды, которым преследуется ложь. Дорогие верующие, как я уже упомянул, чтобы выйти из этого порочного круга, чтобы увидеть правду и ложь такими, какими они есть, нужен свет, который на самом деле есть, этот источник света у каждого человека. Просто не надо мешать. «Якяду зайтуха юды», как это описывает Всевышний. Душа человека сама по себе светится, она готова светиться, потому что это фитра, и она расположена к этому свету. Надо познавать этот свет, увидеть этот свет. О Аллах! Аллахум анта нуру самавати валь ард. О Аллах, Ты свет небес и земли. Даруй нам свет перед нами. И позади нас, как об этом молил пророк Аллаха, да благословит его Аллах. И справа от нас, и слева от нас. Окутай нам свет. Покажи нам верный путь, о Аллах. Дай нам верное руководство, укажи нам верный путь.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا